ждет меня, дожидается. Только-только показывает. Выходит только-только. Еще один там грибочек. Вон вышла. Раз грибочек. Второй. Ну что, смотрим грибы вместе со мной. Жаль, что вот не подскажете, если увидите. Да? Вот. Так. Пошли дальше. Пошли дальше. Это путники вот. Черника какая крупная. Ты какая черника крупная. Угу. Это все в ротик. Вкусно. Это червивый попался. Брусника еще кислая, не буду пробовать. Она где-то в конце сентября. Вкусно будет, сладкой, поспеет, созреет. Вот. Только где-то после конца сентября. Вкусно будет. Ну вот так спокойно все. Заглядываю и иду. И вы как видите, прямо к грибочку. Белый гриб прямо на дороге. Вот такой белый гриб. А, вон подосиновик. Этот чистый. Я отсюда вижу белый гриб. И не один даже, а два. И они, наверное, слишком крупные, наверное, и гнилые. Вон один, вон второй. А ножка-то чистая. О, как хорошо. А теперь посмотрим второй. Вон какая шляпка большая у гриба. Какой большой гриб. Гремит гроза. Сказала, что солнечная погода, но небольшое облачко и даже гремит. Только чтобы дождя не было. Даже вон уже капает даже. Вот это да. Гремит и дождь вон начинает капать. Это плохо. Промокнем. Вон слышно, как дождь идет. Только чтобы до сюда не дошло. Вы слышите, таким дождь идет, таким звуком. Звук слышен. Ну вот, и промокнешь сегодня, а потом здесь. Вы не представляете, какой большой гриб. Вон еще белый гриб. И это ничего не нашли. Такой гриб большой, ну это, наверное, уже тот гриб уже гнилой, уже это точно. А этот маленький посмотрим. Вон какой маленький грибочек.
Ой, какой маленький грибочек. Угу. Ветер еще такой поднялся. О, не повезло мне сегодня. С утра вон пасмурно было, потом солнышко показалось. И сейчас погода вон какая стала. Дождик моросит немножечко. Вот. И ветер такой. Мужу позвонила, муж сказал, что у нас бы был такой ливень сейчас. Хоть бы лодкой переплыви возле дома, а так вода там льется. А вот я в лесу, вот недалеко получается, да, я же сказала, что такой гул стоит, да, дождь идет прямо. Но у меня здесь только моросит. Слава тебе, Господи, что такого ливня у меня здесь не было, а то бы до трусов промокла. А сейчас хочу показать место. Вот я стою на месте, где нашла вот столько грибов. Вот вы, наверное, увидите же. Вон, белый гриб один, вон, показываю, вон второй. Вон там гнилые грибы, да. Вон там. Так. Дальше показываю, где. Здесь тоже вон валяются грибы, да. Потом дальше, вон вдалеке виднеется белые грибы. Вон там вдалеке. Так что буду собирать. На этом участке вот вышло очень много. Но и очень много, конечно, сгнило. Люди здесь не ходили, не смотрели. Я думала, что собирают здесь, а оказывается, здесь вон столько гнилых грибов валяются. Дождик идет, так что только что перестал дождь идти, чтобы я не промокла. Вот. Ну что, собираю грибочки. Вон какие вышли. Красивенькие. Вон, смотрите. Вон второй. Грибное. Ножка чистая. Попалась. Ну, хорошо, что дождя такого сильного у меня здесь не было. Я даже очень рада. Муж забеспокоился и даже позвонил мне. Но пару раз очень сильно громом грохнуло. Вот. Ну, тепло. Из-за этого и гроза тоже. Наверное, может 20 градусов тепла, может сегодня и тоже было. Ну, пока еще лето, август. Август месяц. Вот. Я здесь вон круги делаю возле этого места. Смотрю, чтоб грибочки не пропустить. Вот. Но очень много вот попадается гнилых грибов. Жалко, что вот надо было вчера. Но у меня вот он опять, вон, белый гриб. 3 грибочка даже. Он еще третий. О, третий показался.
Что скажешь, что грибы пропускаю? Так что, как видите, нахожу еще. Вот. Учимся собирать грибы. Да. Интересная такая работа. Искать грибы. Надеюсь, это всем нравится собирать грибы. Когда еще находишь. Хочу сказать, что дождик все-таки был. Я промокла. У меня все. Пинджачок весь мокрый. Вот. Думала, что только поморосит и все. А оказалось, действительно, был дождик. Но не такой, конечно, ливень, но одно ведро я уже в мешочек положила. Сумку. Сзади у меня рюкзак. В рюкзак положила одно ведро. А сейчас покажу второе. Вот. Ведро с белыми грибами. Очень много вышло. Очень много сгнило, конечно. Надеюсь, потом дождя не будет. Надеюсь. Комары после дождя еще сильнее начали кусаться. Вот. Идем дальше по лесу. Слышите? Гроза. Я же говорила, у нас гром гремит. Я в лесу. Дождик и гром. Сначала солнышко выглянуло. И солнце, и дождь, и гроза, и все вместе. Надеюсь, что еще вон прямо к грибочку. Белому грибочку подошла. Вот так медленно хожу и натыкаюсь просто на грибы. Меня направляют, наверное, наши зрители, хорошие зрители. Они волнуются. И вам, наверное, тоже хочется, чтобы я побольше нашла грибов. Вот. И вместе с вами очень приятно собирать даже и находить. Вот, с удовольствием. Вот, наверное, и повезло мне сегодня вместе с вами грибочки собирать. Хотя и дождик был, но мне не холодно, можно сказать. Меня согревают ваши теплые слова, ваша поддержка. Это очень приятно. Спасибо вам огромное всем. Так, лес у нас вон белый, какой ягель такой. Вон такой ягель. Ну вот видите, солнышко выглянуло. Гроза еще гремит. А вон солнышко выглянуло. Ну, вот у меня грибочки. Полное ведро. Это надо тоже опять перетарить в пакет. Не знаю, как вы, а я уже заметила. Иду прямо к грибочку. Белому грибочку. Вот вдоль дороги. Вышли вдоль дороги. Здесь еще грибочек. Вот.
Нашла вот маховик. Вроде чистый. Идем дальше. Когда солнышко, конечно, хорошо в лесу. Дождливую погоду... Ой, опять наткнулась на маховик. В дождливую погоду не очень-то хорошо ходить. Вон белый гриб ждет меня, дожидается. Ждет меня, дожидается. Только-только показывает. Выходит только-только. Вот. О, нашла? Нашла. И вы, наверное, заранее меня нашли. Вон еще один там грибочек. Вон вышла. Раз грибочек. Второй. И здесь третий. Вот. Еще один. Их так трудно находить. Они похожие на эти веточки. Они тоже такие темные. Нет, не пропустила. Нашла. Гром грохочет. Надо бы, наверное, уже домой. А я что-то все еще в другую сторону иду. Прямо наткнулась на гриб. Или я нашла, или вы пораньше нашли. Заметили. Он еще один гриб. Пакетик уже раскидала, потому что ведро не влезло. Нашла вон здесь 3 грибочка. Вон второй и вон третий. Собираем белые грибочки. А там такая туча поднимается. Вот. Не знаю, успею, нет. На тот берег переплыть на лодке с кем-нибудь. Какие маленькие грибочки. Еще. Ведро. Один, вон второй. Так. Ага. Так. Вон еще третий. Угу. Так, смотрим. Это маслята. Вон 2 грибочка вместе. Меня дожидаются. Вот. Вон еще один. Вон, видите, такой малюсенький грибочек. Вон еще малюсенький грибочек. Вот. Вон ведро у меня. Маслята выходят тоже чистенькие. Это очень вкусные грибы. Ну вот, я уже на дороге. Вышла уже на дорогу. Пока вдоль дороги шла, очень много грибов еще нашла. У меня получается здесь в мешке целое ведро и половина ведра. И здесь 2 ведра еще грибов. Но я насобирала и белые грибы, и маховики, и подосиновики. Так что и уже дождик заново полил. Я опять промокла. Вот. Ну и теперь собралась уже домой. Уже 2 час.
2 часа уже скоро будет. Может, кто-нибудь найду или увижу, кто будет на другой берег на лодке плыть. Может, меня тоже возьмут с собой. Вон пакет грибов. Не полный, конечно, но очень много. Ведро есть. И здесь еще грибы. Осталась очень довольная, хотя и дождик был. Но это тоже ничего плохого нету. Потом солнышко вышло. Комары кусаются, визжат. После дождя так вообще много. Я быстро заканчиваю, потому что батарейка у меня заканчивается тоже. И сейчас это все выключится. Так что все, всем пока. Мария Олеговна дома, друзья. Я такой волновался, Маша, за тебя. Столько грибов. Я такой радостный, во-первых, что тебе грибы сегодня попались. И много. И белых, и подосиновики, и моховики, смотрю, да, видно там, да. Столько много грибов сегодня, Маша. Маше повезло сегодня. Я очень рад из-за нее. И еще очень волновался, что это самое, у нас здесь ливень такой был. Да. У нас там нет. Я даже звонил Маше, я говорю, как ты после ливня? Она говорит, что у нас, говорит, 2 капли выпало еще. После потом был уже дождь, конечно, но не такой ливень. Ой, напротив окна снимаю и темно так. Ну, грибы сейчас поближе потом подъеду. Вот 2 таких больших таза и еще целое ведро там. И все, в основном, ну, всякий сорт есть, но белых много. Ну как, Машенька, тебя за это не расцеловать? На руках бы носил, до этого бора тебя, но, к сожалению, не могу. Ну, тебе же, наверное, тоже очень радостно. Я знаю, как Маша собирает грибы, она такая, каждому грибу довольная, очень такая, голос даже меняется, я смотрю видео, когда монтирую, да, и у нее, когда гриб находит, голос аж меняется, такая радостная становится. И при том, сколько грибов, каждому грибу. Вот такая азартная грибница, Мария Олеговна. Вот. Что с этими грибами будем делать, друзья? У нас запасы грибов еще почти нету. Там есть немножко, но мало очень. Эти грибы будем замораживать. Замораживаем как? Многие спрашивают, как вы готовите, что вы готовите, как заготавливаете грибы. Мы грибы уже, наверное, не раз повторяли. Грибы сушим, грибы замораживаем. И третий способ, солим грибы для соления. Грибы замораживаем как? Вот эти пойдут еще на заморозку. Немножко покушать оставим сразу, чтобы на свежем виде. Заморозка это у нас сначала варим минут 20. Да, много не надо, да. Воду выливаем, да, как вскипит нам. Но 20 минут я варю грибы. Никакого соли туда не кладу. Просто вот сами грибы немножко 20 минут готовятся и все. И Вот. потом морозильник. И добавлю к этому способу, что многие пишут нам, и уже писали, то, что, говорит, не надо варить, сразу замораживайте кусочками. Это, знаете, друзья, это не то. Когда ты замораживаешь грибы, и ты должен эти же замороженные сразу в кипящую воду поставить. Если случайно ты проморгал, они растаяли, все, грибы, считайте, выбрасывать. Они будут невкусные, это 100%. И сейчас никто меня не переубедит, даже Маша, наверное, тоже не переубедится. Только варим, они такие же свежие, также ароматные будут. Замечательно, Маша, я скажу спасибо ей огромное. Уставшая. Уставшая, да, очень Маша устала. Я думал, что это самое, ты сильно намокнешь сегодня. Это, видишь, моста нету через речку. Вот так плохо очень. Когда захочешь, не переправишься. Надо ждать. Да, надо ждать переправщика. Ладно, заканчиваем этот ролик, но уже как там варим, это долгий процесс, еще сегодня уже включаться не будем. Всем пока. До новых встреч на нашем канале.